Наш эфир продолжит выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко и коротко о главном к этому часу. На углубленную диспансеризацию перенесших ковид в этом году из федерального бюджета выделят 8 миллиардов рублей. С 1 февраля этого года работодатели обязаны проиндексировать заработную плату сотрудников. Создание единой теплоснабжающей организации в Якутске запланировано на 1 сентября. Ждать ли населению роста тарифов? В ходе брифинга регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сегодня заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина рассказала о рекомендациях и решениях оперштаба, принятых для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории республики. Вице-премьер подчеркнула, что динамика распространения новой коронавирусной инфекции говорит о необходимости строгого соблюдения норм санитарно-эпидемиологического контроля на предприятиях. Одной из действенных мер является разобщение коллектива, для чего рекомендовано 50% сотрудников перевести на дистанционный режим работы. Ольга Балабкина напомнила, что удаленно должны работать сотрудники старше 60 лет, не вакцинированные по причине медицинского отвода, не имеющие хронические заболевания. Сложившаяся ситуация в динамике распространения новой коронавирусной инфекции говорит о необходимости строгого соблюдения норм санитарно-эпидемиологического контроля на предприятиях. Одной из форм таких норм является прежде всего уменьшение количества и, соответственно, разобщение коллективов. В связи с чем рекомендуем непосредственно направлять для органов государственной власти, органов местного самоуправления правило является обязательным. 50% коллектива на удаленный режим работы. Необходимо обратить внимание, что это же правило мы рекомендуем и для организаций, которые не являются организациями, в которых учредителями являются органы государственной власти или органы местного самоуправления. В Хангаласском же Улусе за сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания COVID-19. По вакцинации район находится на 19-й строчке рейтинга с показателем 76,65% привитого взрослого населения. В связи с ухудшающейся эпидобстановкой в Улусе идет увеличение количества выездных эпидбригад. С сегодняшнего дня начнут курсировать 12 автомашин. Раньше их было 9. По одной эпидбригаде добавили к городу Покровску, поселку Махсагалох и селу Ой. Также стало известно, что на территории района выявили лиц, контактировавших с заболевшим омикрон-штаммом. У нас в Хангаласском Улусе есть 3 контактных лиц с больным, у которого был подтвержден вот именно омикрон, штамм омикрон коронавируса. Это они в одном самолете были с больной, у которой в Санкт-Петербурге обнаружили этот омикрон. У них были положительные результаты ПЦР на коронавирус, но сказать о том, что это омикрон или дельта, мы не можем. Их материал забран, направлен в Новосибирскую лабораторию, и результат пока не получен. Ну а в Алекминском районе на сегодняшнее число эпидемиологическая обстановка по ковид стабильна. На стационарном лечении находится 9 человек, на амбулаторном 10, из них 5 взрослых и 5 детей. На медицинском наблюдении 11 человек по всему району. На сегодня вакцинировано 72,9% от взрослого населения района, это 13 448 человек. В наличии вакцины Гамковитвак, Эпивак Корона, Спутник Лайт и Ковивак. Продолжается ревакцинация населения. В связи с выявлением в республике нового штамма все силы и средства переведены в режим повышенной готовности. С регистрацией в нашей республике штамма омикрон все наши силы и средства переведены в повышенный режим готовности. Мы готовимся. На сегодняшний день мы на своих квадратах, на своих мощностях, на своей территории подготовлено у нас ковидное отделение на 40 коек, это здание родильного отделения. Также внесено предложение в оперштаб района о согласовании дополнительного здания для лечения больных со штаммом омикрон.
На углубленную диспансеризацию перенесших ковид в этом году из федерального бюджета выделят 8 миллиардов рублей. Такая диагностика началась в июле прошлого года и входит в программу гарантий бесплатной медицинской помощи. Углубленную диспансеризацию проходят граждане, заболевшие ковидом после 2 месяцев. Сначала фельдшеры берут биохимические анализы, измеряют сатурацию. Дальше пациент проходит тест с 6-минутной ходьбой. Все это входит в первый этап. На втором этапе включены эхокардиография, компьютерная томография легких. В Якутии с июля прошлого года углубленную диспансеризацию прошли более 31 тысячи человек, заболевших ковидом. После болезни COVID-19 это в первую очередь, конечно, у всех разные бывает. Гипертоническая болезнь, то есть повышение давления, болезнь сердца, кожные высыпания, утомляемость, слабость. Углубленная диспансеризация проходит 2 этапа. Первый этап входит, значит, общий анализ крови, биохимический анализ и дедимер. Входит туда же спирометрия, спирография, также тестирование, 6-минутная ходьба. И к другим темам. С 1 февраля 2022 года работодатели обязаны проиндексировать заработную плату сотрудников. Росстат опубликовал размер индексации заработной платы – это 8,39%. По закону индексация зарплаты сотрудников – это обязанность, а не каприз работодателя. Процесс повышения дохода персонала зафиксирован в трудовом и коллективном договорах. Инспекторы Роструда во время проверок вправе запросить у работодателя документы по индексации зарплаты в соответствии с Трудовым кодексом. Если таких документов не будет, работодателя привлекут к ответственности. Штраф грозит и в том случае, если документы по индексации есть, но фактически работодатель зарплаты не увеличивает. Создание единой теплоснабжающей организации в Якутске запланировано на 1 сентября, то есть к началу отопительного сезона 2022-2023 годов. В предприятие войдут Якутскэнерго и Теплоэнергия. Как отмечают специалисты, новая система позволит закрыть ряд ветхих котельных, что позволит повысить надежность теплоснабжения, уменьшить потери тепла. Также снизятся затраты на обслуживание и содержание теплового хозяйства. На тарифах для населения это не отразится, повышать стоимости за объединение не будут. А наоборот, в ряде районов даже понизится плата за потребляемое тепло. Создание ЕТСП, так называемого, единого теплоснабжающего предприятия, всецело направлено на то, чтобы, оптимизировать те, так скажем, нерентабельные котельные, которые технически и морально устарели, дозагрузить Якутскую ГРЭС-2, ну и, соответственно, обеспечить тарифное регулирование таким образом, чтобы потребители в некоторой части города даже уменьшили, в некоторой части города, чтобы ощутили уменьшение тарифа, ну и, самое главное – это увеличение надежности теплоснабжения потребителей города Якутска. В Булунском районе открыт автозимник по ледовому маршруту. По приказу УПР-Автодор Якутии с 18 января открыт автозимник Булун по ледовому маршруту на участке поселок Тикси, граница Устьянского улуса. На основании акта приемочной комиссии по обследованию и открытию зимника Северный Кулар Хаир Найба Тикси разрешено движение автотранспорта с общим весом до 20 тонн. Толщина льда по маршруту составляет от 95 до 110 сантиметров. В рамках реализации дополнительных мер по ограничению скоростного режима на трассе Вилюй на территории Горного района общей протяженностью более 300 километров с 13 января текущего года начали работу специальные транспортные средства, оборудованные мобильными камерами фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Мобильные камеры фото-видеофиксации, так же как и стационарные, позволяют контролировать ситуацию на дороге и регистрировать нарушения правил в автоматическом режиме. Они легко устанавливаются на борту специальных транспортных средств. Особенностью данных комплексов является возможность фиксации правонарушений во время движения специального автомобиля. Планируется, что данная мера должна повлиять на дисциплину водителей, предотвратить возможное правонарушение или дорожно-транспортное происшествие. По Горному району выделили 22 аварийных участка. По этому участку будет ездить мобильная фото-видеофиксация. А именно по населенным пунктам село Ведистях, село Магарас, Асма, Ортосурт. Поэтому я хотел бы водителя предупредить, чтобы придерживались скорости и не выезжали на совершение движения.
и будьте внимательны на дорогах. Торжественное мероприятие объединило 50 самых ярких, творческих и активных учащихся Вилюйска. В этот день победители и призеры Олимпиад, спортсмены, отличники и хорошисты учебы получили слова благодарности, поздравления, памятные знаки и новогодние подарки от администрации города. Прошедший год, хоть и был трудным, принес много успехов и в учебе, и в спорте. Так, в школах с целью создания новых возможностей для профориентации и освоения школьниками профессиональных компетенций большое значение придается чемпионату WorldSkills, научно-техническому творчеству, развитию детского общественного движения и прикладному искусству. Я являюсь лауреатом региональных и республиканских конкурсов. Играю на многих инструментах: фортепиано, балалайка, ударные инструменты. Музыкальная школа – это замечательное место, где раскрываются таланты. Этот год для нашей школы особенный. 130 лет со дня рождения первого якутского композитора Марка Николаевича Жиркова. 65 лет школе, 50 лет оркестру народных инструментов. В Якутске стартовали контрольные схватки сборной республики по вольной борьбе. 25 января команда вылетает в Красноярск на международный турнир по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина. Соревнования пройдут с 27 по 30 января. Ежегодно наши спортсмены принимают в них самое активное участие. Так, в прошлом году борцы принесли в копилку сборной сразу 3 медали – золотую, серебряную и бронзовую. Отмечается, что предварительно в состав сборной в этом году вошли 7 спортсменов, среди которых прошлогодние призеры Виктор Рассадин, Нургун Сергин и братья Копыловы. Сейчас ребята в оптимальной форме. Сейчас у нас до турнира еще неделя, поэтому еще ребята наберут. Сейчас после контрольных схваток увидим, у кого что остается, и там будем корректировки делать. У нас основные конкуренты – это Республика Дагестан, Республика Тыва, Бурятия. Несколько белух и тюленей заметили у Токаревского маяка во Владивостоке. Белухи и тюлени охотились на стайную рыбу подо льдом Амурского залива. В ноябре 2019 года несколько белух были выпущены из китовой тюрьмы под Находкой. Они поселились у берегов Приморья в Амурском заливе. Экологи напоминают, белух нельзя касаться и гладить, подкармливать их и призывать к катерам. После китовой тюрьмы белые киты должны научиться самостоятельно добывать себе пищу и жить в природных условиях, независимо от человека. Близкое общение с белухой может быть опасно и для людей. Тяжелое животное может ударить человека хвостом или ластой, а также проявить агрессию. К этому часу пока все новости. Оставайтесь на нашем телеканале.